смотрю, бегут люди. Я даже не поняла, куда они бегут. Смотрю, Алина, девочка вот эта, лежит метров 15-20. Резида Фатахова, тетя погибшей 18-летней девушки. Вспоминать первомайский вечер ей тяжело. Говорит, шли с Алиной рука об руку. Переходили дорогу на зеленый. До противоположной обочины не дошли. Я получила среднюю степень, у меня был перелом левой стопы. Ну и все. Вот Алина, она впереди была или сзади? Нет, она вот возле меня. То есть первый удар должен был быть на мне. Ну просто, я не знаю, по счастливой случайности я просто осталась. Или я не знаю как. Ну, в общем, не могу сказать. Но человек ехал прямо целенаправленно на нас. Вот точно могу сказать. А потом сразу уехал? Сразу же скрылся. В течение 4 часов автоинспекторы установили, кто сидел за рулем, сбивший их Kia Rio. Нашли и саму машину. Водитель оставил разбитый автомобиль на стоянке на улице Баки-Урманче. Тогда мужчина якобы не понимал, за что его задержали. Он не связывался, он до сих пор не чувствует себя виноватым. У него было очень много версий, что, во-первых, это вообще не его машина, потом доказывают, что это его машина, потом была у него эпилепсия, доказать, что у него нет эпилепсии. Третья версия была, что это вообще не он был за рулем. Свою вину мужчина не признавал и на следующий день после задержания. Утверждал, что в момент наезда машины не управлял. За рулем стало плохо, отключился. И о произошедшем якобы узнал от задержавших его инспекторов. Доставьте мне то, за что я должен ответить. Я кроме жизни, вы же ничего больше не предъявили. Что такое? Кроме того, что какой-то Kia Rio наехал на девушку с бабушкой. И на какую-то, на людей. Именно номер запомнили, именно они запомнили, именно номер в 10 часов вечера. Они одной камеры нету. Спустя чуть меньше 9 месяцев мужчина все же изменил свое мнение и признал свою вину. За это время его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Эпилепсия, оказывается, а просто приступ был. Ну это не надо пока это, позицию свою, это все признает. Девушка, я вину признаю полностью. За рулем был я. Также мужчина заявил, что связался с потерпевшими, чтобы принести извинения и возместить им ущерб. Он каждый раз, вот, когда вот они приходили, он пытается, но они с ним не разговаривают. Мать ездила 2 раза к ним домой. Сюда было вынесено то, что я с потерпевшим не должен разговаривать. Но я подошел к секретарше, попросил у нее. Я говорю, можно мне? Он мне сказал, если только там ругательства не будет, то можно. В отношении Артура Смирнова возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть человека». По части 4 ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Судебное заседание шло всего несколько минут. Причина в том, что у подсудимого новый адвокат, и ему не хватило времени для ознакомления с делом. Перенос заседания возмутил потерпевших. Конфликт между участниками процесса продолжился уже в коридоре суда. Он скрыл себя. Вы его раз защитили, 2 защитили. Вы зачем его защищаете столько времени? Человеку 40 лет, все под юбку ходит у мамы своей. Он наркоман, я знаю, его кличка Шприц. Он в Татарке Саралай приезжает, в Лесовский район, там он ничего отправит. У него кличка там Шприц. Он наркоман, да? Вы не знали об этом? Вы не знаете, для вас это открытие. Следующее судебное заседание состоится 17 февраля. Родственники погибшей девушки намерены добиться максимального наказания для подсудимого. 18-летняя Алина была единственным ребенком в семье. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.